Разрешение есть на перевозку груза? А почему нет? Почему не получается? Не ко мне вопрос об этом. А кому? На вопросы автоинспекторов у водителя большегруза ответа нет. Весовой контроль показывает явное превышение тоннажа. При этом разрешения нет. Подобные нарушители на трассах Верхнеуслонского, Кайбецкого и Лаишевского районов не единичны. Все они везут стройматериалы для строительства М-12. В связи с началом строительства скоростной автомагистрали наблюдается большое скопление грузового транспорта, которое разбивает дорогу, перевозит грунт, песок, готовит площадки. Многочисленные ямы и трещины – это результат нарушений правил грузоперевозок, говорят сотрудники Ространснадзора. Только с начала года составлено уже более 100 административных протоколов. На индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и физических лиц составлены административные материалы и наложен административных штрафов на общую сумму более 15 миллионов рублей. Работа в данном направлении продолжается. Данная дорога фактически станет новым направлением федеральной дороги М7. В минувшую пятницу президенту доложили, большегрузы со стройматериалами для строительства М-12 разрушают местные дороги, необходимы объездные пути. Опыт показывает, когда мы М-12 начали строить, наши дороги все бетонные, хорошие, нехорошие, моментально пришли в негодность. У нас в планах работ есть капитальный ремонт региональных дорог и местных дорог. Может быть, вместо асфальтобетонных покрытий мы там потренируемся и дороги сделаем в бетоне. Они выдержат все 3-4 года легко. То есть вот мы сделать должны объездные, обходные дороги для того, чтобы стройку организовать. Чтобы предотвратить преждевременное разрушение дорог, всех водителей большегрузов просят получать специальные разрешения. Перевозчик может получить специальное разрешение двумя способами. Это либо лично обратиться в отдел, либо через интернет-сайт aisktg.ru. Портал услуг aisktg позволяет создать личный кабинет как физическому, так и юридическому лицу, зарегистрировать транспортное средство, подать заявку на получение специального разрешения. В августе по нацпроекту в Татарстане ведут в эксплуатацию еще 4 автоматических пункта весогабаритного контроля. Создание такой системы позволит круглосуточно контролировать трафик и выявлять перегруженные машины. Наталья Мезина, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.